Чебоксарах продолжаются съемки фильма о жизни и творчестве одного из самых гениальных и противоречивых деятелей чувашской культуры – Михаила Сеспиля. За 22 года своей жизни он создал поэтические произведения, переведенные на 55 языков мира, новые основы чувашского стихосложения и пронзительные пророчества. Последнее из найденных стихотворений он подписал Михаил Забытый. Автор проекта Валентина Поливцева о фильме, который призван напомнить. Бедное, голодное, но все-таки счастливое детство его закончилось с уходом на каторгу, цитата, «единственного любящего меня человека – отца». Сын каторжанина Миша Кузьмин. Никогда не утихнет его тоска по отцу. Актер Русского драматического театра Владимир Глушков зипун деревенского мужика примерил на себя впервые. Все герои интересны. Вот, когда дали отца, сразу кинулся интернет, книги, что-то о нем узнать. Интересный человек был, оказывается, да, очень интересный. Да, здесь останавливайтесь, поворачивайтесь профилями. С Сеспилем попадание тоже полное. Владислав Московцев, радиоведущий НТРК Чувашии, воспитанник народного артиста республики Ивана Иванова, с детства вдохновлен поэтом. Для меня Сеспиль – это мой брат, то же самое. То есть я на протяжении 7 класса читаю стихи Сеспиля. Я вырос этими стихотворениями, и в душе я тоже такой же, как Сеспиль. На роль возлюбленной поэта, героини его романа «В письмах» Анастасии после проб в 3 театрах режиссер утвердил солистку театра оперы и балета Татьяну Прыдченкову. Девушка, я думаю, очень глубокая, не легкомысленная. Я думаю, легкомысленную девушку он бы не полюбил. Он сам был очень глубокий, замечательные стихи писал. И хотя ни в жизни, ни в кино Анастасия Сеспилю, похоже, не пела, разве что поила терпкой печалью, оперная дива остается собой даже на съемках кино. Не хочешь ли теперь меня догнать? Вам делать, что ли, нечего, Татьяна, в кадр. Кстати, есть и такие, кто считает, что безответная, самоуничижающаяся любовь поэта к Анастасии скорее литературная гипербола Сеспиля, источник его вдохновения. Те самые эмоциональные качели, которые иногда нужны творцам, чтобы возжечь страсть поэтическую. Я думаю, что такое состояние для всех поэтов свойственно. Плюсы и минусы, метаться вверх-вниз, искать себя, находить, разочаровываться, влюбляться, теряться, страдать, безнадежно влюбляться, опять страдать. Подходить к какому-то отрывку своей жизни, где ты мог бы быть счастлив, юн и счастлив, но что-то в душе поэта начинает говорить, и он начинает творить. Потом, когда творение закончено, ему нужны новые эмоции, и он вовлекает сам себя, может быть, часто искусственно, в какие-то новые бури. Как известно, конец таких страстей бывает страшен. О том, как видит финал этой истории режиссер фильма, почему решил добавить в художественные сцены сюра и метафоричности, расскажем в следующей сцене. Валентина Поливцева, Сергей Лобода со съемочных кинолокаций.